какое судебное заседание было? Дело в том, что в конце октября жительница Сатал, член 10-го квартала, обратилась в Верховный суд с иском о признании графической части правил землепользования и застройки, которые были утверждены Якутской городской думой, недействительными. Ее иск был удовлетворен Верховным судом Республики Саха-Якутия. Иск был адресован Якутской городской думе. В качестве заинтересованного лица участие принимала окружная администрация, а также прокуратура Республики Саха-Якутия. При этом прокуратура республики дала положительное заключение на исковое заявление и просила удовлетворить требования Кириллиной. Требования Верховным судом 14 ноября были удовлетворены. Впоследствии окружная администрация, будучи заинтересованным лицом, подала апелляционную жалобу на это решение, которое вот сегодня, 20 февраля, рассмотрел 5-й апелляционный суд в городе Новосибирск и оставил решение суда первой инстанции, именно Верховного суда Республики Саха-Якутия, в силе. Это 5-й апелляционный суд, и все решения Верховного суда Республики Саха-Якутия, если оспариваются, они проверяются коллегией судей именно 5-го апелляционного суда. Этот суд является вышестоящим судом для Верховного суда Республики Саха-Якутия, и сегодня, 20 февраля, поскольку суд оставил в силе решение вступило в законную силу. Что это означает вообще для членов Сатал и для окружной администрации? Я только лишний раз убедилась в том, что вопрос очень хорошо решабельный, скажем так, потому что всего лишь навсего надо изменить правила землепользования и застройки и установить зону С2А для земельных участков, которые по функциональной зоне, по генеральному плану являются зонами садоводческих и огороднических товариществ. Это немножко про политику двойных стандартов, поскольку все горожане знают, то, что Сатал существует не первый год. То есть муниципальная инспекция как будто бы обнаружила там жилые дома в ноябре 24 года, когда как Сатал он уже существует, 10 лет, наверное, точно. Все мы, так или иначе, проезжая мимо, понимаем то, что появился большой поселок, люди там живут уже давно достаточно. Проект планировки для них утвержден. Генеральный план соответствует территориальной зоне, по которой они используют данные земельные участки. Я не вижу вообще каких-либо проблем в этой части. Логику окружной администрации я даже не попытаюсь объяснить. Вижу то, что окружная администрация сейчас тратит очень много энергии и сил на то, чтобы снести дома своих же жителей.